Алексей Кулаковский – духовный лидер Якутии. Под таким названием прошел научно-практический симпозиум в селе Качекадзе Хангаласского улуса. В мероприятии участие приняли более 350 человек. Почетным гостем стал первый президент, государственный советник республики Михаил Николаев. О чем говорили на симпозиуме и к чему в итоге пришли, расскажем в данном репортаже. Симпозиум шел в течение 2 дней. В первый день прошли обряд алгыс, показ спектакля «Сон шамана» и круглый стол. Открытие состоялось на 2-й день. Участников первым поприветствовал министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин. Он и объяснил, почему местом проведения было выбрано село Качекадзе. Сегодня примечательно, что работа симпозиума проходит в селе Качекадзе, в Хангаласском улусе, где Алексей Алексеевич еще в 1912 году написал послание якутской интеллигенции, которое было написано как обращение ко всему якутскому народу и стало основным посылом развития Якутии на долгие годы вперед. Письмо якутской интеллигенции, один из первых памятников нашей материальной и духовной культуры, является фундаментальным научным трудом и вершиной творчества Алексея Алексеевича. Кулаковский относится к тем историческим личностям, которым было присуще предвидеть будущее. Основные мысли, высказанные им в письме интеллигенции в самом начале XX века, конечно же, сегодня остаются и актуальными по сегодняшний день. В своем послании Кулаковский предстает перед нами как самобытный, глубокий экономист, историк, мыслитель. Он, обсуждая глобальные мировые проблемы, вопросы развития народов, цивилизации, образования, культуры, инвестиций в экономику, модернизации сельского хозяйства. 110 лет назад Алексей Алексеевич предложил целый комплекс мероприятий для развития нашей Якутии по вопросам экономики, культуры и народонаселения. Далее высказались глава района Олег Иринеев, министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов и ряд других соорганизаторов симпозиума. Волнующим стало вступительное слово многоуважаемого Михаила Николаева. Он отметил, что мало праздновать юбилейные даты, давать имя Алексея Кулаковского улицам, зданиям, писать о нем книги, ставить памятники. Необходимо также изучать его жизненный путь, понимать его мысли, заветы, философию. Мы все же в республике не добились системной работы. У нас нет системы. Через 5 лет мы празднуем ее годовщину юбилея, потом опять забываем, потом наступает еще 5 лет, что-то копошимся. Так. Поэтому от этой практики надо отказаться. И нам надо именно выработать системную работу, чтобы наш рядовой человек понимал это и взял вооружение на вооружение. Михаил Николаев внес несколько предложений о том, как организовать данную системную работу. Например, изучать в школах жизнь и творчество Алексея Кулаковского, издать массовым тиражом его труды и авторефераты, здания, носящие его имя, сделать центрами разъяснения, пропаганды его идей и мыслей. После открытия симпозиума начали свою работу 4 секции. Первая секция называлась «Создание проекта образцового хозяйства имени Семена Барашкова в селе Качекадзе». Барашков – это просветитель, купец и меценат, живший в селе Качекадзе и являвшийся другом Кулаковского. В работе секции приняли участие 83 человека, в основном работники сельского хозяйства. Было заявлено 12 докладов от спикеров. Здесь, в поселке Качекадзе, должен быть организован образцовое предприятие сельскохозяйственное и школа, муниципальное образование, научные учреждения, которые есть в нашей республике, должны составить проект развития поселка именно по
направлению сельского хозяйства. Если первая лампа Ильича, если первое оборудование, трактора появились при Семене Петровиче Барашкове, то сегодня поселок Качекадзе через 5 лет, вот даем мы такое время, должен собраться и показать всей республике образцовое хозяйство. Например, какие у него должны быть направления? Направления, мы видим, это животноводство, птицеводство, рыбоводство и семеноводство. Это те направления, которые начинал Семен Петрович Барашков. Какая-то база для этого есть? Такой хорошей основной базы нет, к сожалению, поэтому все предстоит заново делать. А как ее наращивать? То есть за счет чего привлечения каких-то За счет средств? привлечения средств гранта, и по Министерству сельского хозяйства Российской Федерации сегодня программа мелиорации появилась, в которой мы должны обязательно участвовать. Это программы федеральные, республиканские, гранты, конкурсы. И муниципальное образование глава сегодня озвучил более 36 миллионов. Возглавить это хозяйство образцовое? Это вопрос Какие-то тоже. крупные хозяйства? Кто возглавит это хозяйство? Еще вопрос. А сами Возможно, жители будет конкурс. И мы надеемся, соберутся молодые люди, будут такие люди, которые на себя возьмут ответственность быть руководителями этого интересного проекта первого президента. В работе второй секции под названием «Укрепление общественного здоровья» один из ключевых факторов народосбережения принимал участие сам Михаил Николаев. Он внимательно слушал выступления каждого спикера, задавал вопросы и давал комментарии. В данной секции было заявлено 20 докладов на такие темы, как снижение смертности населения, организация здорового питания в школах, мужское здоровье, онконастороженность и другие. Я больше, конечно, хотел было принять участие по духовности, по его творчеству, но так получилось, что я посидел, послушал по здоровью, как раз там обсуждались, мне кажется, очень важные социальные вопросы. Выступали и представители правительства, выступали общественники, потому что для общем послание Кулаковского, он поднимает один из самых социально проблемных вопросов в своем послании. И как раз эти вопросы поднимались на этой секции. Творческое наследие Алексея Кулаковского в контексте проблем современности обсудили в ходе работы третьей секции. Здесь было заявлено больше всего докладов – 34. Одним из спикеров была Светлана Антонова, начальник управления муниципальных закупок окружной администрации города Якутска. Тема ее доклада звучала так: «Основы организации системы государственных и муниципальных закупок в труде Алексея Кулаковского. Письмо якутской интеллигенции». Я считаю, что я, наверное, первая, кто оглянулась на такую тему. Из-за чего что меня сподвигло к этому? Дело в том, что я в 2013 году написала дипломную работу по закупкам, и мне нужно было обратиться к истории закупок, в принципе, и мировых истории, и истории закупок в России, истории закупок в республике. И я хотела как раз-таки, чтобы у меня в дипломной была история закупок до революции. И по этому поводу никакой информации не было. И я всегда ценила творчество Кулаковского. У меня всегда была книга его «Письмо якутской интеллигенции». Я начала ее перечитывать и нашла то, что меня заинтересовало, и включила свою дипломную работу. И как раз по истечении 8 лет я вспомнила об этом, поскольку симпозиум проводился на моей родине, в селе Качекад, и я решила воспользоваться случаем и прямо заявила свой доклад на эту тему. А что конкретно,
часть из письма связана с закупками как раз. Ну, в принципе, я считаю, что это письмо, оно должно изучаться и стать настольной книгой любого менеджера среднего и высшего звена. И вот разработать ее с точки зрения экономики, предпринимательства, налогообложения. Ну, там очень интересные темы есть в этом письме. Ее можно расшифровать вот, с точки зрения современности очень широко. И вот как раз-таки там были такие положения вот в этом письме, которые легли, как бы систематизировали основу именно федерального закона 44-м. Это положение о твердой цене, это положение о комиссии, это положение о прозрачности и отсутствии коррупции. Ну, в общем, тем было много. Но я вот затронула вот как раз-таки только вот 3 аспекта, которые наиболее так подходили. 4-я секция с названием «Создание туристического маршрута «Путь Кулаковского» была организована в формате стратегической сессии. Ее модератором был первый замминистра предпринимательства, торговли и туризма республики Максим Карбушев. Идея разработать такой туристический маршрут поступила от жительницы села Качекацы во время прямого эфира главы Республики Саха-Якутия. Он эту инициативу поддержал. И сегодня вот в рамках симпозиума команды из Татинского, Хангаласского, Горного, Аймеконского, Улусов и города Якутска работают над проектами создания туристических маршрутов «Путь Кулаковского». Данный туристический маршрут будет как бы блочный, охватывать в основном 2 района. Это Хангаласский район из города Якутска, к примеру, и Татинский район с путешествием также в основном из города Якутска. И как таковой туристический маршрут, он будет разработан в течение этого года. Мы планируем, что в октябре месяце, в сентябре-октябре мы будем совместно уже с действующими туристическими операторами апробировать эти туристические маршруты. Сегодня в рамках стратегической сессии у нас идет наработка как раз вот той информационной базы. У нас участвуют в работе секции и жители данных районов, и историки, работники культуры, работники образования, которые как раз владеют информацией как первоисточники. Потому что интересные моменты сегодня звучали, то что на территории поселка Качекацы есть какие-то камни, какие-то деревья, как вот туристические достопримечательности, о которых никто не знает. И вот эти маленькие объекты будут по крупицам собираться в общий туристический маршрут. Помимо работы 4 секций, также состоялся мастер-класс от членов Союза художников Якутии по рисованию копии портрета Алексея Кулаковского. Для школьников провели дебаты на якутском языке. При участии внучки Кулаковского Раисы Кулаковской презентовали книгу «Семчанский дневник». Итогом симпозиума стала резолюция, которую разработали в ходе пленарного заседания. Поступили такие предложения, как учреждение 16 марта Днем Алексея Кулаковского, объявление, начиная с 2023 года, 5-летия Алексея Кулаковского, также издание массовым тиражом на 2 языках ряда произведений писателя и другие. Одно из предложений оперативно поддержало руководство республики. Айсен Николаев подписал указ об объявлении 5-летия Алексея Кулаковского «Аксекулях Алексея» сроком до 2027 года. Именно в этот год Якутия будет широко праздновать 150-летие великого сына якутского народа.